Исламский образовательный медиапортал Насаат Медиа представляет лекцию шейха Чубак-Кажи. Горькая правда. Вопрос. После 5 месяцев, как я покрылась, родители заставили меня снять хиджаб. Грех ли это? Безусловно, это грех. Грех и твоим родителям, грех и на тебе. В этом вопросе ты лучше не слушай родителей, сестра. Снова покройся, потому что хиджаб твое счастье, хиджаб твое счастье, хиджаб твое счастье. А теперь скажу родителям, если сами идете в ад, не надо туда тащить за собой своих детей. Если ваш ребенок совершает намаз, если ваша дочь покрывается, не надо ставить им подножку. У кого-то сын становится пьяницей и попадает в тюрьму, у кого-то дочь выходит на панель, а у тебя дочь покрылась. И выступать против этого – это низость. Если даже сама не покрываешься, то не будь против того, чтобы твоя дочь покрывалась. Наступит судный день, и тебе придется отвечать. Чего ты добилась своей цивилизованностью? Цивилизованностью называешь то, что ешь вилкой? Или что, чем гордишься? Вообще, чем гордится кыргыз? Русский язык освоил, разве стал русским? Английский язык освоил, разве стал англичанином? Нет, кыргыз остался тем, кем был. И с какой совестью запрещаешь сыну молиться, а дочери покрываться? Сам употребляешь свинину, пьешь водку, да еще и запрещаешь ребенку поступать правильно. Кому ты запрещаешь? Разве желаешь ты исчезнуть, как этнические кыргызы в Хакасии, которых погубила водка? Твои дети – твое продолжение. Твои дети – твое продолжение. Разве тебе плохо, если твой сын не употребляет алкоголь, а дочь не гулящая? Тебе хотя бы будет спокойно, дочь тебе не принесет ребенка в подоле. Если родитель сам не находится на правильном пути, он хотя бы должен помогать своим детям идти по правильному пути. Должен поддерживать. Одумайся. У тебя такая ситуация, когда тебе указывают на хорошее, ты стремишься к плохому, и тем самым ты сам сбиваешь своих детей с прямого правильного пути. Одумайся. Вопрос. Можно ли отрасти бороду прежде отца? Ответ. Можно. В этом вопросе вообще нет спорных моментов. У каждого родителя своя роль. У матери своя, у отца своя. Раз уж появилась борода, ради бога, отрасти бороду. Ты же не перестанешь совершать молитву только из-за того, что твой отец не совершает намаз. Спрашивать разрешения отрастить бороду такого в шариате нет. Нет и нет. Вопрос. В прошлой теме вы указывали, подчеркивали кыргызов, выращивающих табак. Знатоку вашего уровня не следовало бы говорить так. Да, кыргызы, выращивающие табак. Что в этом такого? Я тоже в детстве помогал родителям сеять табак, выращивать его, помогал собирать хлопок. Слова нужно понимать правильно, а не цепляться за каждое отдельное слово. Есть кыргызы, которые всю жизнь провели в горах и занимаются скотоводством. Есть кыргызы, которые всю жизнь на поле пахали, и таким лучше не учить скотоводов, как вести хозяйство. Есть выражение «не учи ученого». Вам не следовало бы цепляться за мои слова, потому что я знаю, что говорю и о чем говорю. Недавно один человек тоже возмущался. Почему вы говорите «богатый» и «бедный»? Если человек богат, то как его назвать? Если человек беден, то как его называть? Чего скрывать? Что скрывать? И от кого скрывать? Если бы об этом кыргыз кыргызу не скажет, если об этом кыргыз кыргызу не скажет, то кто скажет? Седьмой предок скажет? Чего вы добились, скрывая пороки друг друга? На все плохое закрывая глаза? До чего вы дошли, подкалимничая друг другу? До чего дошли? Дочь твоя голая на улицу выходит, а сын достоинство потерял. Имя подлому человеку – подлый человек. Правда глаза колет. Показываешь на правдивую ситуацию, а они нос воротят. Каким героем знают арабы нашего Манасата? Зачем арабам наш Манас? Какое нам дело до того, знают ли они Манаса или нет? Что будет, если в языке есть родинка? Ничего. Можно ли петь в сопровождении гитары, камуза? Нельзя. Нет, нельзя. Указываешь на правду, а они обижаются. Зачем обижаешься? На правду обижаешься? Сын перестал слушаться отца,
Дочь перестала слушаться мать. Им все равно. Все разделись, не осталось места, которое никто не видел. Им все равно. Дочь гуляет, залетает, им все равно. Все друг у друга воруют, все друг друга обманывают, а им все равно. Какой-то американец на тебя наезжает на машине, тебе все равно. Указываешь на эти упущения, а они обижаются. Разве остался кто-нибудь, кто не воровал? Если сажать, то всех нужно сажать. Разве осталось у тебя скрытое место? Разве осталось у тебя скрытое место? Нет, не осталось, все нараспашку. Еще и обижаются. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.